Дорогие друзья, сегодня 29 октября 2017 года я прилетела в балкарский аул Бабугент, что находится у знаменитых Голубых озер. И мне посчастливилось познакомиться с семьей вот этого замечательного, знаменитого человека по Кабардино-Балкарии. Я в семье у Алима и Марджан Бозиевых. Здравствуйте, Алим. Салам. Не ожидал он, мы воочию не были знакомы, он обо мне много знает, и о нем я наслышана, но вот впервые встретились. Дело в том, что я ищу талантливых людей, профессионалов, просто самостихийных, самоучек, кто любит музыку, песни, стихи. И дорога меня привела в эту замечательную семью. Алим является музыкантом, является композитором. Он работает в школе музыкальной или в школе общеобразовательной? Общеобразовательной, и преподает музыку, да? Алим автор многих популярных песен. Скажите, пожалуйста, Алим, что вы преподаете, на каком инструменте в школе преподаете? На фортепиано. На фортепиано. А вы заканчивали какую школу, где, что? Я в городе заканчивал музыкальное. Училище, да? Угу, спасибо. А на каких инструментах играете? Я вот знаю, что вы умеете на фортепиано, на гармошке, на гитаре. Еще на чем? Баян. На баяне. Основная специальность баян. Основная специальность баян. Скажите, пожалуйста, Алим, ваша семья поддерживает вот ваше увлечение творческое, я имею в виду, как композитора? Конечно. У вас дети, 3 сына, да? 3 сына и дочка красавица, да? Дочка самая любимая, я вижу. Малышка такая вообще бесподобная, солнышко. А дети, вот есть склонности к музыке у детей ваших? Есть, конечно же, есть. Например, кто увлекается и чем именно? Поют. Поют? Наши танцуют, можно сказать, профессионально танцуют уже. Машалла. Да. Скажите, пожалуйста, а когда вы стали, как сказать, композитором, когда у вас появилось желание, и когда вы написали свою первую песню, и о чем она была? Ну, все это, наверное, в далеком детстве. В детстве даже уже музыку сочинял в душе, да? Угу. В семье вашей фамилии кто-то был вот до вас музыкантом, певцом? Говорят, дедушка мой был, я его не помню, к сожалению. Он говорит, хорошо пел, был душой компании в свое время. Да. Здорово. Вы сегодня автор скольких песен и кто их поет? Расскажите, пожалуйста. Выходила ли у вас книга? На сегодняшний день песен разных жанров, да? Да, разных жанров. А кто поет? Ну, поют артисты наши свои. Скажите, пожалуйста, имена, которых вы сейчас вспомните. Я знаю, что моя любимая Айшат Тменова поет ваши песни, кажется, да? Не ошибаюсь я? Она тоже поет. Айшат Тменова, ваша любимая, была когда-то моей ученицей. Именно с моих песен она, можно сказать, вышла на большую сцену, да? Можно сказать. Браво, Айшат! Какой у тебя преподаватель, спасибо большое. Спасибо, мне она очень нравится, как поет. И многие другие. А так? Кто еще? Наши очень хорошие певцы у нас, знаменитые. Алим Тюрпеев, например. Поет. Он поет еще. Эльдарчик Музаев. Так. Алим Апаев. И поет, и аранжирует песни. Талантливый. Очень талантливые ребята. Еще. Да. Ну, спасибо большое. Спасибо. Вы вот в Бабугенте, как вы считаете, вот национальная культура на каком уровне? Что бы вы хотели сделать, если бы это было в ваших силах? Именно для национальной культуры. Вот какая у вас в душе, в глубине души задумка не реализованная?
Это уже серьезный вопрос. А как? Я по-другому не могу. Ну, иногда шалостями, несерьезными, но всегда есть серьезный вопрос. Что бы хотели вы сделать? В 90-е годы был такой всплеск нашей культуры, такой явный, хороший. А потом как-то потихонечку, как само собой, затихает, да. Жалко, конечно, но больше внимания, наверное, уделять, стараться. Талантливым, да? Да. Талантливым людям. Учить, стараться. Ну, как вы смотрите на то, что вот очень много талантливых певцов, но они не могут реализовать этот талант, голос, чтобы люди радовались, гордились, получали духовное удовольствие от исполнения песни, но они не могут записать из-за материальных условий, вот таких вот, которые надо платить. Конечно, надо платить, но вот что бы вы сделали, вот что можно придумать сделать? Я бы тоже свое скажу мнение, чтобы вот талантливые могли больше записывать песни. Ну, когда дело финансов касается, вот уже, наверное, в основном спонсорская помощь, наверное, но не помешало бы, если бы государство какое-то внимание этому уделяло, потому что действительно фонограмма стоит очень дорого. Так известным, можно сказать, раскрученным певцам это, если как-то удается писать хорошие, качественные фонограммы, то для начинающих это довольно трудновато. И со стороны государства какую-то помощь молодым талантам. Да, есть да. Программы какие-то, поддержку молодых талантов? Ну и вот я тоже хотела на эту тему поговорить, серьезную тему, потому что это боль души моей издавна. Коль я тоже поэт-песник, столько песен не могу, чтобы их исполнили, реализовать, чтобы люди послушали, потому что я нахожу талантливых, но нет материальной поддержки. Они сами, эти люди, не могут записать, потому что хорошая фонограмма стоит и 20, и выше, попроще 15, а они зарплату получают 10 тысяч в месяц, и как жить, непонятно. Ну, по-настоящему Министерство культуры, наверное, должна быть какая-то статья для вот продвижения талантливых молодых людей, да? Конечно, Я бы хотела, чтобы вот это было в наших, хотя бы в наших республиках, в Карачаево-Черкесии и в Кабардино-Балкарии. Спасибо, Алим, что вы вот так встретили меня. Вот поверьте мне, я экспромтом с Голубых озер завернула, когда узнала. Он аж отказывался, замешкал. Ну вот под конец я уговорила его. И потом я свою гармонию ему дала. Он хотел было отказаться, но настолько я попросила, что он не смел отказать гости. У нас на Кавказе, что гости скажут, то и делают. Гости просят его сыграть на гитаре, раз на гармошке не смели. Ну, я буду поддерживать. Ваши стихи вот сюда, на музыку вот стихов, на вашу музыку, здесь вот в этой книге есть. Вы можете подглядывать, я разрешаю. Ничего страшного. Это Спой. новая песня, журнал, наш замечательный журнал. Вот. Минитал. Покажи, сними, сынок. Вот. Минитал, замечательный наш журнал, где публикуется много хороших Произведений, поэтов. да. И здесь я нашел такие замечательные слова Богатырева Уноха. Ага, это знакомый из Карачая. Да, это коллега мой. Земляк, коллега, можно сказать, да. Давай споем. И сейчас я постараюсь спеть. Алкар десем турады нөр бетіме, Арачайдан киеді күнеліме, Көкке тарабай тамаме шыбырдай, Зауы тез ашқан қалқар Карачай, Адам саны өссін, сансыз санамсыз, Ауадетті тұзын, халқым көз қалсыз,
боз, бала көзден ата жұртны ойнақлай, сау етсін халқым балқар Қарачай. Тау мәргәден жақсам бүтін зашнасым, одайданып жарығай таз ашасым. Ей, күндіздегі күн жарытсым, кече ай, сау етсін халқым балқар Қарачай. Sözü işte işi görüne, bir Allah'ı sağlam yürek gönüle. Göç küçülük kayılıkla sınamay, sağ etsin halkım Balkar Qaracay. Tau merketim çaksın, gündüz taşlasın, orayların zarıgayda taşlasın. Hey, gündüzdeki gün жарытсын, gece ay, sağ etsin halkım Balkar Qaracay. Машаллах, машаллах. Ну, теперь пообещай на мои стихи написать такую же красивую мелодию. Алим, Джан. Как только подаришь, так и напишу. Договорились? Договорились. Ну, давай вместе попрощаемся. Это у нас такая короткая встреча, но мы еще сделаем встречу, да? С тобой побольше на работе тоже. Аллах айтса. До свидания. Спасибо всем. Сау-қалыңыз, бағалы жамағат, бізге қарағалла. Мен орысша сөйлешкеніме айып етмеңіз. Не үшін сөйлешемін? Көбірек адам білсін, біздің көбірек адам танысын, біз бар болғанымызны. Сау болыңыз.